Наверное, если это красная лужа, наверное, химия какая-то. О причинах появления этих багровых луж жители Залесного могут только гадать. Выглядит все как на месте преступления. Только вот люди говорят, что убивают здесь природу. Еще несколько дней назад на этом месте было багровое озеро. Сейчас снег тает, а неизвестное вещество уходит в землю. Мы решили подойти как можно ближе к этой красной луже непонятного для нас происхождения. И, насколько возможно, мне было бы и неприятно, но любопытство оно сильнее. Я, конечно, не эксперт, но со стороны выглядит как такая, знаете, каша из бумаги. Если приглядеться, можно даже увидеть волокна. Как нам стало известно, причиной появления этих луж уже заинтересовались в прокуратуре. На месте побывали и экологи. Они взяли пробы, идет экспертиза. При выявлении превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве будет возбуждаться административное расследование. Делать предположения до результатов экспертизы специалисты не спешат. Они будут известны через неделю. А вот жители Залесного тем временем предложили сразу несколько версий. Здесь и зеленая она бывает, бывает и красная. Спросите, зайдите у хозяина вот этого мясного. После стройки это осталось. Красный цвет, значит, краситель какой-то. А раз краситель, значит, химия. Какие-то химикаты, может, от бумажной фабрики проверить надо. То, что цветное озеро появилось из-за бумажной фабрики, не отрицают и на предприятии. За дорогой был разлив, в поле был разлив, в Юдино был разлив. То есть где застаряется, там и разливается. Оказалось, все дело в канализации. Она не справляется с нагрузкой, как результат – прорыв. Если она находится на балансе МУП водоканала, они должны за ней смотреть, чистить и смотреть ее работоспособность. Кто, кому и что должен, теперь будут разбираться экологи и прокуратура. В прошлом году между фабрикой и водоканалом уже было судебное разбирательство из-за багровых прорывов. Сергей Хайдаров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.